Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я по вам соскучилась. Сегодня суббота, не знаю, сегодня успею выпустить ролик, не знаю. У меня дома дети, 2 девочки и мальчики, поэтому заготовки у меня много. Поставила суп, большую курицу, пеку блины из пшенной муки. Есть мука пшеничная именно. Поэтому, если вас интересует, как я делаю блины, я как-нибудь вам испеку, нажарю блинчиков, покажу. И поставила тесто сегодня. Что-то детишкам захотелось беляши. Беляши тоже я как тесто ставлю, вам не показываю, просто могу показать, как я только их готовлю. У меня все на глаз, вы знаете, поэтому беру я подсолнечное масло. Здесь у меня фарш, фарш пойдет любой. Намажу рабочий стол, руки намажу, тесто беру. И вот такие шарики. Хоть какие они, хоть ровные, неровные. Ну, кто как делает. Я, может, красиво не умею делать, но у меня получается так. Ну, получается, короче, съедобно. Ничего не поделаешь. Самое главное, я кормлю детей очень вкусно. Всем нравится. Поэтому я красиво-красиво делать и не стараюсь. Самое главное, чтобы было вкусно и чтобы дети и семья хорошо поели. С удовольствием. Вот так оставляю. Сейчас проверю. Я здесь нажарила. Они уже у меня остыли. Сейчас продолжаю еще. Я детей накормила, потому что их надо кормить. Перекус. Готовлю обед. Тесто я сюда бросаю. Пока... Я даже и не включила, оказывается. Включаем сковородку. Сейчас руки я помою. Я у себя на кухне. Рабочий стол у меня. Газовая плита, раковина, посудомойка, отопление. Здесь я только готовлю. Кто меня постоянно смотрит, вы знаете. А кушаем мы, кто-то говорит гостевой, а мы говорим столовая. У нас семья большая, хотя сейчас, конечно, не могу сказать, что большая, но дети придут, родственники. Поэтому мы так сделали. Так, вот сейчас у меня закипать начинает. Масло уже шумит. Скал-то я не раскатываю, я беру. Вот тесто у меня, посмотрите, я делаю тесто. Посмотрите, тесто у меня мягкое. С этой тестой, скалкой вообще невозможно работать. Но можно работать, я думаю, но надо обвалять муки. А я не хочу. Намазываю я тесто с подсолнечным маслом, ставлю фарш. И как мне нравится, вот так фарш закрываю. Вот видите, как попало, я закрываю фарш. И вот так прищемляю, раздавливаю, чтобы равномерно все было и чтобы тесто пропеклось. И внутри мясо тоже. Вот и все. И все остальные также быстро. У меня может быть и размерами разные. Но я на это не смотрю. Моя семья мои выпечки обожает. Едят с удовольствием, поэтому мне без разницы.
Никто замечаний не делает, которые большие, которые маленькие. Но самое главное, тесто отличное. Прямо печется с пузырьками, воздушные. Тесто. Это самое главное. Ну вот они быстро-быстро поднимаются. Дрожжи у меня воронежские. 2 яйца. Молоко с водой наполовину. Масло я в тесто не кладу. Кто-то кладет. Соль. И все. Больше ничего я не кладу. А суп, как я заправлю, я еще не придумала. Что скажут дети? Я у детей всегда спрашиваю, что они хотят. Вот опять же, так же приготовлю вот так. Я же говорю, размеры как попадется. Еще хочу сказать, мои хорошие, мои подписчики, мои любимые. Всем большое, огромное спасибо за поздравления с днем рождения моего внука. Ему все-таки исполнилось 14 лет. Он читал комментарии с братиком своим. Вдвоем сидят и говорят: спасибо большое, очень приятно. Да, хорошо, что дети считали, что поддерживаете, хорошие желания желаете. Мне кажется, всегда надо жить в позитиве, любить своих детей, близких, беречь их. Всегда надо быть на позитиве, чтобы не было на душе, чтобы не скребло на душе. И моим внукам я не могу сказать, что ласки, добра не хватает, им всего хватает, но вот это, что 65 тысяч с лишним подписчиков на моем канале пишут только добро моим детям, нам, нашим семьям. И желаем ведь еще, чтобы мир был над головой. Сейчас в стране неспокойная обстановка, всех это затронуло, на душе боль. Мы тоже переживаем. У нас тоже такая же ситуация. Ох, какие у меня блинчики красивые. Вот такие они, вот воздушные, с пузырьками. Они горячие, очень вкусно получается, у них все пропитается. Угощайтесь, мои дорогие. Я еще много нажарю, но я еще просто много. Всем хватит. Вот столько я нажарила беляшей своим детишкам. Они воздушные, но я не могу сказать, они разные. Но все равно как-то одинаковые все равно получаются. Самое главное и съедобные. Блинчики мои вот такие вот с пузырьками. Они тоже очень вкусные. Вот они как получаются, пропеченные. Масло у меня деревенское, коровье. По-деревенски у меня все. Вот я не стану смазывать кисточкой. Вот так беру масло, целую ложку, и набухаю. Намажу, смазываю. Кому надо, еще макать ставлю. Маслом деревенским, конечно. Сливочным. Очень даже вкусно. Магазинным не сравнить. В магазине как-то не масло, а смазка какая-то. У меня выпечки готовы. Вот они какие красивые. Беляши тоже самые. Видно, что они удались.
А сейчас я вам буду показывать посылку. Любимый Василек нам прислал посылку. Покажу вам очень красивые вещи. Ну вот, я со всеми делами справилась. Есть у меня время. Получила я посылку. Прислал мне любимый Василек. И я хочу показать вам, что на этот раз я выписала. Начинаю с маленьких. Мне нравятся детские вещи. Заказала я своим внучкам футболки красивые из чистого хлопка. Эту футболку я заказала Дианочке. Ей 9 лет, рост 134 сантиметра. Вот какая красивая футболка. Фирма Бонита. 100% хлопок, цвет ментоловый. Пошивом тоже все хорошо, дизайн красивый. Я, к великому сожалению, не могу примерить на детишек, на девочек, потому что их тут дома нету. Поэтому просто показываю. Цена стоит 193 рубля всего. Бюджетная, красиво. Также заказала второй внучке футболку Сабине. Сабине 11 лет, 146 сантиметров здесь. Тоже фирма Бонита, чистый хлопок. Немножко стричь. После стирки такие футболки никогда качество не меняют. Но, по крайней мере, сколько я бы не выписывала своим мальчикам, девочкам, они после стирки качество сохраняют, не линяют, не тускнеют. Очень хорошо гладится, но, можно сказать, даже и не мнется. Тоже цена такая же, как эта футболка. 193 рубля. Все это бюджетное. Сейчас в магазинах не купишь за такую цену, за 193 рубля футболки. Особенно качественных. Также я заказала полотенце полулен 45 на 60. Здесь 2 штуки. Одно полотенце стоит 118 рублей. Здесь 200. Это для кухни. Вот такую красоту я заказала. Посмотрите, есть петельки, можно повесить, можно пользоваться. Куда угодно можно повесить. Они из чистого хлопка. И ручки можно вытирать, и для посуды. Даже для красоты можно повесить. Тоже заказала 2 штуки. Мне они очень нравятся. Еще заказала я полотенце. Вот такое полотенце хорошее. Туркменское. Посмотрите, какая красота. Полотенце толстое, из чистого хлопка. Качество хорошее, пошив хороший. Все везде оверложено. Прострочено, строчки ровные. После стирки они обычно становятся еще мягче. И очень хорошо сушат тело. Полотенце такое стоит 341 рубль. Представьте себе, цена какая, бюджетная. Еще я заказала вот такой набор. Иногда приходится кому-то идти. Ну и для себя, может, детишкам пригодится кухонный набор из 3 предметов. Здесь 100% хлопок, фартук 1 штук, прихватка, рукавица. И всего стоит 154 рубля. Подсолнухи и цветы. Это рукавичка. Вот какая. Здесь внутри толстая. Чтобы руки не обожгли, можно повесить. Красоту. Прихватка тоже.
И фартук красивый. Посмотрите, какая красота. Видите? Все как красиво. Особенно встречать гостей. Мне очень нравится. Можно кому-то подарить, можно для себя оставить. Еще я заказала дорожку из рогожки Дискаравай. Я давно мечтала о такой дорожке. Посмотрите, какая красота. А сюда ароматный, вкусный каравай можно поставить и вот так поднести для дорогих гостей. Это будет очень красиво. И стоит всего 246 рублей. Дорожка из рогожки. Чистый хлопок. И недорого. Еще я заказала покрывало велюр. Если вы помните, если вы меня смотрите, я заказала покрывалу такую белого цвета. И у меня Арчи, сейчас осень, всегда пачкает. Приходит, я буквально каждую неделю стираю вот эту покрывалу. Но ни цвет не теряет, ни качество покрывала мое не потеряло. Просто не хочется каждую неделю стирать, хотя машина стирает, сильно пачкает Арчи. Но котенку не прикажешь, не заставишь где-нибудь спать. Котенок у нас спит где попало. И на диване, на кровати, на кресле. Везде может спать, где тепло, где мягко, где уютно. Поэтому я заказала еще вот такое покрывало серого цвета, размер 180 на 200, ткань фельдсофт, состав 100% полиэстер. Цена 904 рубля, недорого. Посмотрите, как упаковано все. Как подарочный набор. Все так мягко. Вот такой рисуночек. И серый цвет, наверное, будет хорошо. Я, не боясь, заказала такое покрывало, потому что знаю, что покрывало такое ноское. Для дивана повседневно валяться. И котенкам, и детишкам нам будет хорошо. И цена бюджетная, недорогая. Заказала я еще постельный набор. Постельный набор Поплин, весна, полтора спальни, без молнии. И этот раз заказала я тоже цвет потемнее мальчикам. Может, на смену пригодится, поэтому посмотрела. Комплект мне понравился из чистого хлопка, потому что и цена-то приемлемая, всего 1719 рублей. И качество хорошее. Я вам постелю покажу. Пускай будет в запасе. Также заказала внучкам тоже один комплект, тоже Поплин, 100% хлопок, тоже 1601 рубль стоит один комплект. Тоже комплект называется Бубли. А для мальчиков заказала дуновение. Также я заказала себе, без внимания не оставила, заказала себе красивый вот такой халат. Вот на мне. Я уже 2 дня ношу, хотя я пока обзор не показала. Вот посмотрите, какая красота. Мне халат этот очень понравился, как только я увидела. Это 56 размер. Обычно я заказывала 54, но посмотрите, мне все хорошо. И длина
меня устраивает. Длина тоже очень хорошая, карманы глубокие, молния крепкая, я вижу, рукава, как мне нравится, халат на молнии из кулирки, производитель 939 рублей стоит. Я бы не сказала, что дорого, потому что качество отличное, из чистого хлопка. Посмотрите, оцените. Все так красиво. Еще заказала вот такой халат. Называется Светлана. Тоже производитель Василек. Чистый хлопок. Этот халат без пояса. Тоже карманы хорошие, накладные. Длина тоже хорошая. Оверложена хорошо. Ровные строчки. Молнии тоже крепенькие. И цена-то стоит недорогое. 54 размера 626 рублей. Это еще подешевле, но ничем не отличается. Качество. Цвет тоже интересный. Мне халат понравился. Вот такие халаты. Ну как, мои хорошие, что вы скажете, как оцените? Подойду поближе. Все так красиво. Цены бюджетные, вы сами видите. Сейчас повышение цен, везде дорого, а Василек цены не поднимает. Если кому-то, моим подписчикам, зрителям, гостям моего канала понравится, что я выписала на сегодняшний день от любимого Василька, вы можете зайти в сайт, я вам ссылку оставлю в описании под видео и закреплю в комментариях. Это покрывало не только на диван можно, можно и заправить кровать, что угодно. Куда хотите, можете туда использовать. Вот набор мальчиков. Пододеяльник с одной стороны темного цвета, с другой стороны компаньон светлого тона. И простыни наволочки тоже светлого тона. Красота. Меня удивляет. Раньше я боялась покупать вот таких наборов. Одна сторона темная, другая сторона светлая. Я думаю, когда стираешь, наверное, будет серо-буро-малиновый цвет. А вот видите, я вам несколько раз показываю, уже много раз показывала, что разные-разные расцветки, темные, синие, черные, там каких только расцветок нет. Все вместе стираем вот в наборе, например, вот серый цвет и белый цвет, и желтый цвет. Думаешь, что-то случится после стирки? Нет, у меня несколько таких наборов, ничего с ними не делается. Самое главное, качество хорошее. После стирки качество не портится, не садится, не махрится, не косится. Василек шьет отличные товары. Чтобы репутацию свою не терять, видимо, хорошие швеи, дизайнеры и умеют выбирать хорошие качественные ткани. Поэтому я вам рекомендую, если кому-то понравится, можете брать безбоязно. А вот у нас второй набор. Набор для девочек. Посмотрите, какая красота. Цвет мяты. Называется постельный набор «Бублик». Посмотрите. Какая красота. Наволочка и простыня одним цветом. А здесь компаньон. Цвет мяты. Красивые постельные наборы. Этот набор для моих внучек. У них у всех диваны, поэтому я не стала стелить, показывать на кровати. Где бы я ни показала, самое главное, качество хорошее. И я, рекламируя эти постели,
Думаю, не покраснею. Потому что я вижу, что качества хорошие. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю самое главное здоровья, удачи, семейного благополучия, мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.